Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Одним из вопросов повестки стало принятие обращения парламента к исполняющему обязанности президента Абхазии, кандидатам в президенты и гражданам республики. 18 февраля часть Абхазии осталась без света. Сработала защита на подстанции ПСО на территории Российской Федерации. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел рабочее совещание с МВД и СГБ. На совещании присутствовал исполняющий обязанности вице-премьера правительства Зураб Марганя, которому поручено курировать силовой блок. Участники совещания обсудили конкретные меры по стабилизации общественно-политической ситуации в республике. Внеочередное заседание сессии парламента состоялось во вторник, 18 февраля. Одним из вопросов повестки стало принятие обращения парламента к исполняющему обязанности президента Абхазии, кандидатам в президенты и гражданам республики. Депутаты также продлили срок полномочий органов местного самоуправления. Шазина Ханагу расскажет подробнее. На внеочередном заседании сессии парламента присутствовали 28 депутатов. Депутаты обратились к исполняющему обязанности президента Валерию Бганба с призывом не принимать никаких кадровых решений до вступления в должность избранного президента. Уже принятые кадровые назначения останутся неизменными, сказал спикер парламента Лаша Ашуба. Также в обращении к исполняющему обязанности президента и кандидатам в президенты содержится призыв к спокойствию и соблюдению законов, а также принципов свободного волеизъявления, независимо от убеждений, идеологии, национальности, религиозных и других убеждений. Вчера были события, связанные с кадровыми перестановками, назначениями соответствующими в СГБ и с назначением вице-премьера. Были консультации с различными силами, штабами, соответственно, были консультации с исполняющим обязанности президента. Вы знаете, что в ноябре месяце, 19 числа, на площадке Минобороны парламентом Республики Абхазия были инициированы переговоры прямые власти и оппозиции, на которых мы достигли договоренности. Это позволило сохранить стабильность и стабилизировать ситуацию в принципе. Сегодня у парламента аналогичная функция, я так полагаю. У нас до выборов осталось чуть меньше 2 недель. Я считаю, что мы должны в спокойном режиме дойти до второго тура выборов президента Республики Абхазия. Это чрезвычайно важно так и для народа Абхазии, так и для наших стратегических партнеров, да, для нашего стратегического партнера и друга Российской Федерации, сохранения стабильности в стране. Значит, в связи с этим Народное собрание парламента Республики Абхазия и депутаты инициировали соответствующее обращение. Мы это обращение должны принять постановлением. Текст обращения я вам зачитаю. Значит, обращение Народного собрания парламента Республики Абхазия к исполняющему обязанности президента Республики Абхазия, кандидатам в президенты Республики Абхазия и гражданам Республики Абхазия. Народное собрание парламента Республики Абхазия, руководствуясь твердым убеждением необходимости сохранения правовых основ текущего электорального процесса, спокойствия и благоразумия, обращается с настоятельной рекомендацией к кандидатам в президенты Республики Абхазия и их предвыборным штабам строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления, независимо от убеждений, идеологии, национальности, религиозных и других убеждений, а также придерживаться достигнутых при непосредственном посредничестве Народного собрания парламента Республики Абхазии 19 ноября 2024 года договоренностей. Вместе с тем, с целью недопущения дестабилизации общественной обстановки, считаем также важным обратиться к исполняющему обязанности президента Республики Абхазия Валерию Рамшуховичу Бганба в соответствии с упомянутым выше компромиссным соглашением не принимать какие-либо кадровые решения на период до вступления в должность избранного президента Республики Абхазия. Просим граждан Республики Абхазия проявить терпение и выдержку в оставшийся предвыборный период во имя сохранения мира и стабильности. Депутаты высказали свое мнение по поводу сложившейся общественно-политической ситуации. Правильно, здесь обращение и к тем, и к другим, чтобы все образумились, чтобы главы администрации вернулись на свои работы, министры занялись своими
непосредственно делами, как мы обговаривали. Конечно, все не пропишешь. Мы же на тот момент, у нас же, вы помните, горячая ситуация была. Мы все-таки постарались. Мы сейчас все не могли прописать. Но на тот момент, я думаю, мы очень серьезную работу провели. Может, кто-то это не оценивает, но мы свой народ, как этнос, наверное, сохранили, не столкнув людей. Но тогда зачем, используя вот это соглашение, говорить одну сторону, не говоря о другой стороне? Если быть объективным, надо быть объективным везде. يرايت وصورة يعمر خزيت بجانا خالي وحزر وسخن هاي كل حاترنا سنبجحتوز يرايت بخ جبريحان الزارة حقيقة زمز هراح نيت بلز عيش تراجرجو ناس يا مش تخو بسخن حرا برلمان دجانا خالد ديبوتات شو عجا حمد زمز ناس حرا حتان حزيروان هاي جان يرحز حزت زيرنا وبريا مش دخلش حدا حقلز ايكو شحاتر ز حدا حقلز برتيقو اكلك يا خدت روما ما بسنفنتكار رامش رجيقو روما تشرم بساخر بيبش ناس تاقال نجوخ يقز تاقلز اشوس يحضروت وبريا مش دخل ينشرتز ابري يقو ناس تاقلز اشكو امز زي جرزحن خمش بشمش وينصقه ايو كان جايش تراجر كويتسوز واي ومحار قلادزوم بسنفنتكار جلاريزر парламент дарадза ус дудза адырулит убрака ей уепшим на сахархарта амчро чиқо зиги рызбуххан аха азат гылит абснфенткар хада инапнцакваш нижва я амштах бадра зураби пагонба абснфенткар хада инапнцакваш нигзо компромисс хасабла Валерий Рамшухипа Бганба премьер-министр Шахто Усура и Бадра Зурабипа Якуцала. Нас я мечтах вазигизи гайли бакара хауит убысханги яхвит абрейш стражера консоз яхаму айш стражера куиqa хцой кушахатра бразигизик хакшахатзер абрекад яхаму джа хнабана хцот алхрако қаланза бразигизик махуб закба амшроп инхазна соусур ваусурут юшивимчи бжопаха на сейху шалар усурат амта амшроп инхаз иҟалазеи абри аҩныҵҟа иҟалартә еиԥш убриза аҭагылазаашьа уиҭыԥан дҳаԥсахыртә еиԥш насгьы сазааҭгылар сҭахуп Аԥсны Аҳәынҭқарра нас СГБ ҳәа ҳазхәаԥшуа агәаанагара сара иацгьы исҳәеит иахьагьы исҳәоит уи иамамзароуп аполитикатә ҭагылазаашьа иалагәаны ус иҟамзароуп Аԥсны Аҳәынҭқарра амчра ду змоу ҳәоуп сара ишысыԥхьаӡо урҭ автоном ҳасабла ус руазароуп дамхуа, дато, дыԥсахуа, уи ус иҟамзароуп, уи иаци иашан иҟаиҵазгьы, иахьа рҩыза ақьаад ҳалацәажәаӡомызт, абас еиԥш иҟоу адокумент иахьа ҳалацәажәаӡомызт. Ари аанагоуп нас ара ақьаадыжәгьы ара иарбоуп, иаҳа даҳкылақәҵаҿы иарбоуп, абри аиццәажәара иҳамаз ҭагалан зеижәыр зыҳәан аҵыхәтәанӡа инагӡаны Аԥсны Ахада иалхра аҟынӡа, Аԥсны Ахада даналырхлак аамышьҭахь ушьҭа дарбанзаалак иалырхуа ҳаидныҳәаланы ииҭаху ахьиҭаху дасу рҭыԥаҿ инеигоит ҳәа убас акәын изыҟаз иахьа даҽазныкгьы абри азҵаара ахьцәырҵын иахьа еиҭа ишьақәҳарӷәӷәоит. Я вам хочу сказать так, что вы пронесли аичаджараку ашце 9 часов чайви. Это и хабача, ан ветеранша, ан шараша, ан Кан Валерьевич, да, ан зиги кахкалси. Хау ажлаги апсет Лаша Нукзарович, хутиги убыртги апатуру клахцап. Харгиса сказу хану безус хасаргис хапату акустап хази гизик хайдглана арахи хито исполняющий хада хчумгна да адзам ярги харахи шумгзам я алзатагла заша хна пуршана хавайжлар я апсет второй тур опеха харгечар кое-ха депутат шобаха харги мы тоже равняемся на взрослое поколение, на ветеранов. Я вас очень прошу, пожалуйста, сегодня можно все исправить. Айжлар далархар гунба, значит гунба идерну халот. Айжлар далархар ардзенба, значит ардзенба идерну халот.
За обращение проголосовали 27 из 28 присутствовавших депутатов, 1 воздержался. Также депутаты рассмотрели постановление о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Абхазии. Проект разработан с целью избежания совпадений с датой выборов президента Абхазии в 2025 году. Принятие проекта закона не потребует внесения изменений в действующее законодательство республики. Дело в том, что у нас получается некоторое наслоение одних выборов на другие. И, естественно, депутаты органов местного самоуправления, многие из них представляют в том числе какие-то определенные политические силы. Сегодня у них нет возможности, наверное, вести работу именно не по выборам в органы местного самоуправления. И в связи с этим они обращались с тем, что для того, чтобы можно было осуществить полноценную подготовку к выборам в органы местного самоуправления, чтобы несколько мы перенесли данные сроки. Вообще инициатором проекта был Салаха Нерсов, наш коллега. Изначально было предложение на то, чтобы перенести на год, но, честно говоря, нету таких оснований, наверное, законных для того, чтобы переносить на такое большое количество времени. И мы путем консультаций пришли к тому, что, наверное, перенести все-таки выборы на не такой поздний срок. Чтобы вы понимали, в данном законе нет такого, что мы назначаем дату выборов. Мы всего лишь продлеваем срок полномочий действующих депутатов органов местного самоуправления. Как вы знаете, Валерий Мшухович недавно уже издал указ о назначении выборов в органы местного самоуправления. Мы эту работу, которую мы проводили также в соответствии с их мнением, то есть обсуждалось. Дело в том, что по закону они обязаны были назначать, но понимание и в администрации президента тоже есть о том, чтобы немножко сдвинуть сроки выборов. Постановление о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия было принято в первом и во втором окончательном чтении. Полномочия органов местного самоуправления продлены до июня 2025 года. Шазина Ханагуай, Налгвинджи, Абхазское телевидение. Члены Общественной палаты считают недопустимым любые проявления насилия и преследования граждан по национальному признаку, манипуляции национальными чувствами, так как это противоречит принципам равенства каждого гражданина, независимо от этнической принадлежности, исторически сложившейся традиции мирного сосуществования в нашей стране представителей разных национальностей и вероисповедания. Об этом говорится в заявлении. Общественная палата выражает серьезную обеспокоенность в связи с информацией о фактах давления по национальному признаку на граждан Республики Абхазия. В то же время считает необходимым заявить, что данная информация нуждается в тщательной проверке и оценке уполномоченными органами для выработки мер реагирования, предусмотренных законом. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анна Скишмария направила запросы руководству СГБ, МВД и Генпрокуратуры в связи с инициированной Следственным комитетом России проверкой по факту угроз и нарушения прав граждан России в Абхазии. Помимо нарушения Конституции и законов нашей страны, преследование по этническим мотивам в корне противоречит культуре, традициям и мировоззрению дружной семьи народов, проживающих в нашей стране. Наш народ давно привит от гнусного вируса национализма. Однако, к сожалению, мы наблюдаем, как некие силы пытаются вновь включить данный вопрос в нашу повестку. Это недопустимо, заявила Кишмария. России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках законного поля, заявил в интервью российскому телеканалу «Смотрим» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Абхазия в близкое для Российской Федерации государство и Россия выступает за то, чтобы ситуация в республике была стабильной. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта. Центральная избирательная комиссия огласила окончательные итоги выборов, прошедших 15 февраля. Наибольшее количество голосов из всех кандидатов набрали два кандидата. Это Гумба Бадра Зурабович и Арзумба Адгур Амиранович. Повторное голосование будет проведено
1 марта. Сегодня мы эту дату обозначили, поэтому в субботний день, 1 числа, мы проведем повторное голосование, второй тур. Вот. Что касается правил, то мы также утвердили новый штамп второго тура. Он будет красного цвета, для того, чтобы практически на странице 5, где проставляются штампы, они все синего цвета, и учитывая, что на протяжении уже 3-4 выборных президентских кампаний штампы были все синего цвета, поэтому мы сегодня решение приняли, чтобы исключить двойное голосование, чтобы во втором туре проставлялись красные штампы. Человек приходит на избирательный участок, выдают ему бюллетень и проставляют красный штамп о том, что второй тур проходит в таком-то порядке. Вот. Также мы приняли решение о том, чтобы обратиться к кандидатам с призывом, чтобы они обратились в свою очередь к своим избирателям о том, чтобы выборы, которые намечены по второму голосованию, проходили в спокойной обстановке. И надеюсь, что они наш призыв тоже услышат, обратятся к своим избирателям для того, чтобы в дружеской форме, в праздничном настроении провести кампанию второго тура. В пятницу, 21 числа, проведем заседание и формат определим прямого эфира по теледебатам. Пресс-служба исполняющего обязанности президента Валерия Бганба сделала заявление по поводу распространения информации о запрете посещения Абхазии участникам специальной военной операции на Донбассе. В интернет-сети распространяют фейк о запрете посещения страны участникам СВО. Это дезинформация, направленная на дестабилизацию абхазского общества. Народы власти Республики Абхазия поддерживают цели СВО и гордятся участием наших бойцов в отстаивании стратегических интересов России, отмечается в заявлении. Пресс-служба исполняющего обязанности президента призывает всех опираться на официальные источники и не распространять дезинформацию. 18 февраля часть Абхазии осталась без света. Сработала защита на подстанции ПСОУ на территории Российской Федерации. Это произошло из-за аварии на участке высоковольтной линии ПСОУ протяженностью 13 километров на территории Абхазии. Аварийная бригада Черноморэнерго выехала на место для поиска места аварии и ее ликвидации. Репортаж Шазины Ханагу. 18 февраля после 24 часов ночи произошло аварийное отключение линии ПСОУ 220 киловольт, снабжающей большую часть республики, в том числе и город Сухум. Незамедлительно на участок выехали 2 ремонтные бригады Черноморэнерго на поиски места повреждения и ликвидации аварии. Несмотря на сложные погодные условия, несмолкающий дождь, энергетики сработали слаженно и оперативно, приложив все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения. Уже утром специалистами было обнаружено повреждение шлейфового соединения на 26-й опоре линии в очень труднодоступном месте в районе села Ачмарда. Бригады приступили к работе, к ликвидации аварии. Думаю, в течение часа, если все нормально будет, мы подадим напряжение по всей республике. Значит, на это время мы аварийно смогли запитать только небольшую часть Абхазии из-за низкого притока и низкого уровня воды на Ингургесе. Вот, пока мы идем в аварийном режиме. Авария произошла на участке высоковольтной линии ПСОУ протяженностью 13 километров на территории Абхазии. Из-за происшествия республика была обесточена. Электричество по аварийной схеме получали только Тухарчал и часть Сухума. Гагринский район снабжается у нас по другой линии 110 киловольт. Практически Гагринский район все имеют, кроме Пицунды. Алахадзе, не имеют света Гудаутский район, в данном случае отключена Чамчира, Творчильский район, кроме города, вот, и частично запитан город Сухум. И чередуем включение, то в один район подает город, то во второй подает, чтобы хоть какое-то напряжение людей было. Ну, дополнительно сейчас вот то, на чем мы сидим, это выработка Сухумгэса и выработка Ингургэса, конечно. Если мы сейчас всю Абхазию посадим на Ингургэс, то тот небольшой запас, который у нас сегодня образовался на плотине, мы его сработаем очень быстро. Гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинжоли отметил, что из-за низкого уровня воды и маленького притока в Джварском водохранилище обеспечить всю республику светом не было возможности. Однако уже к полудню энергоснабжение было полностью восстановлено.
Шазина Ханаго, Рамукамке, Абхазское телевидение. Более 17 тысяч тонн мимозы вывезено из Абхазии в Россию в этом году, сообщает Абснопресс со ссылкой на Государственный таможенный комитет. За аналогичный период прошлого года было экспортировано меньше 4 тысяч тонн мимозы. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 19 февраля в Абхазии ожидается временами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0,3, днем 1,5 градусов тепла. Температура морской воды плюс 8 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.